Специальный репортаж «7 дней» из зоны СВО. Как служат наши татарстанцы, увидели Зуфар Давлетшин и Андрей Ключников. Исторический минимум или чем обернется резкое снижение поголовья скота. Уникальная музыкальная студия «Низами» под угрозой закрытия. Как помочь? Люди, события, явления, которые привлекли внимание нашей команды на этой неделе. Здравствуйте, в эфире «7 дней». В студии Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Люди говорят, да, ничего себе, я это чай пью, я даже не знал, что там в Казани производится. Степень локализации, так скажем, на российских комплектующих от 70 до 90%. Как продвинуть отечественных производителей собственные бренды? Сможем ли громко заявить о себе на мировом рынке? За что мы деньги платим и что делает управляющая компания? Только деньги собирает. В отношении ООО УК ЖКХ был предъявлен ущерб. В настоящий момент ведутся судебные тяжбы. Мусорные баталии, судебные иски, штрафы, требования к рекоператору. Но почему мусор и ныне там? Вот видите, сколько людей. И альхамдулилля, это какой-то все равно показатель, что люди тянутся. Надо с детства прививать любовь ко Всевышнему. Ураза Байрам. Как отметили, завершение месяца Рамазан. Месяца благих дел и духовного очищения. Уже больше года взоры политиков и общественности всех мировых СМИ прикованы к Украине. Там сейчас наступает во всех смыслах горячая пора. И, конечно, в этом потоке информации очень важно, как говорится, отделять зерна от плевел. Различать слухи и домыслы, какие-то безумные прогнозы диванных псевдоэкспертов от действительно достоверной информации, тщательно, по крупицам, собранной настоящими журналистами на месте событий. И у нас есть такая возможность. Журналисты «7 дней» только что вернулись из зоны проведения специальной военной операции. Это уже вторая командировка, первая была в декабре. Начав путь вместе с гуманитарным конвоем от Татарстана, съемочная группа нашей программы побывала в Запорожской, Херсонской областях, Донецкой и Луганской республиках. Коллеги пообщались с военнослужащими добровольческих батальонов «Алга» и «Темер», а также татарстанцами, призванными в рамках частичной мобилизации. В наших ближайших выпусках мы будем рассказывать о том, как служат и живут наши земляки в зоне специальной военной операции, а также о том, как татарстанцы восстанавливают Лисичанск. Напомним, что этот город Луганской области закреплен в качестве подшефного за нашей республикой. Забегая вперед, скажу, что бойцы сумели обустроить свой быт почти на домашнем уровне, даже в окопах. К примеру, они обустроили даже баню, без нее сложно в полевых условиях. Специальный репортаж Зуфара Давлетшина, Андрея Ключникова и Эмиля Бегова. Те, кто доставляет сюда гуманитарный груз, уже, можно сказать, тоже стали бойцами именных батальонов от Татарстана. Здесь их ждут. Позади около 2000 километров контрольный пункт на месте бывшей границы и десятки блокпостов по дороге. Не первый раз в этом рейсе водитель Валерий Шипнев. Дорога, говорит, знакомая, и в Крым по ней, и сюда, в Запорожскую область. Дорога хорошая, вроде сейчас вообще ее делают отменно. Первые рейсы были напоминания остатков нашего Союза, СССР. Приключений никаких нет, все нормально, беспроблемно. Единственное только то, что есть комендантский час, поэтому приходится ночью стоять. И здесь не важно, кто водитель, кто руководитель, кто военный, кто гражданский. Все принимают участие в разгрузке нескольких фургонов. Впереди еще 3 дня обратной дороги. Груз сборный от республиканских властей, от ДСААФ, от профсоюзов, от государственных и коммерческих организаций и просто именные посылки от друзей и родных бойцов. Посылки индивидуальные в одно место, сразу разгружать, а гуманитарку в другое место. Здесь уже не только продукты, вода, предметы гигиены, окопные свечи, маскировочные сетки. По заказу бойцов и командования везут и специальное оборудование для разведки и ведения боя. Это дополнительно к тому, чем бойцы обеспечены Министерством обороны. Все делится поровну между 2 батальонами. Сюда непосредственно в зону проведения специальной операции мы доставляем уже 6-ю партию гуманитарного груза. В настоящее время имеется заявка на летнюю форму одежды. То есть помимо того, что они получают по линии Министерства обороны, 2-й комплект закупает именно Кабинет министров правительства Республики Татарстан. Мы нашли поставщика, который позволил изготовить облегченный штурмовой бронежилет. По степени защиты он не уступает титановым,
Но основной материал – это традиционный кевлар. И вот сейчас тоже мы отрабатываем эту заявку. Еще одна разработка татарстанских специалистов – передвижная баня на базе КАМАЗа. Тоже приехала в составе гуманитарного конвоя. Пока две для добровольческих батальонов Тимир и Алга. В перспективе планируется обеспечить такими и отряды мобилизованных татарстанцев. Здесь вот находится помывочная на 10 человек. 5 постов здесь, 5 постов с этой стороны. Естественно, вода горячая. Вода горячая, да. Вот здесь у нас парилка. Ребята могут спокойно попариться, попотеть. То есть вот каменка такая, прям настоящая баня, да? Да, топится дровами. Ага. Также возможно на газу. Своеобразный предбанник-палатка пристегивается снаружи. Вода подогревается отдельно. Электричеством обеспечивает встроенный генератор. Баня может использоваться в полевых условиях. У нас 2 бака на тонну и на 500 литров. 1,5 тонны воды с собой. Да. Также предусмотрен насос погружной. Можно будет подъехать к водоему и набрать воду. Или либо же стать возле водоема и непосредственно подавать воду с водоема. Конечно, хочется, чтобы самым жарким местом для наших бойцов стала лишь эта баня. Но эти машины отправятся туда, где бывает намного жарче. Там, где уже бывали, к примеру, двоюродные братья-добровольцы из Татарстана Олег и Сергей. И часто носите его с собой? Всегда служба. Караульная служба. Все-таки возраст у вас такой, что не призывной, скажем так. Вот почему так решили? Ну, я считаю, что долг. Мои деды воевали с фашистами. Ну, здесь не фашисты, но националисты точно. Поэтому находиться в тылу, я думаю, что... Ну, пока еще силы есть. Думаю, что можно помочь Родине. Отдать долг, так сказать. Это сейчас служба караульная. А летом прошлого года была служба на переднем крае. И тут переформатирование сознания идет. Все-таки там гражданка, а здесь совершенно все другое. Здесь и на глазах люди гибли, наши солдаты. Тут и раненых грузили, когда были на передовой. Ну, страха не было никакого, потому что бок о бок, плечо к плечу твои ребята, друзья, с кем ты из одной тарелки кушаешь суп. Сначала пойти добровольцем решил кузен, потом решили пойти вместе, 2 двоюродных брата. С тех пор вместе. Было ранение и возвращение в строй. Была возможность уволиться по окончании контракта и из-за возраста. Им по 57 лет. Но оба решили, что они нужны здесь. Пользу принести, мне кажется, хоть здесь хотя бы, как бы, это даже если тыл, но все равно какие-то нужны же быть тыловые части. Все равно же, если не мы, то кто-то другой будет, все равно. Без тыла, как говорится, нет победы. Не отсиживаться, не быть диванными патриотами, как у нас некоторые многие, вот мои знакомые, рассуждают. А ты пойди повоюй, отдай, не каждый пойдет. Но вот мы не то чтобы рискнули, а осмелились пойти на фронт. Слава Богу, живы. Были на передовой, там жестко. Но страха не было. Есть такой, скажем так, страх женский, есть страх мужской. Ну, мужчины, они как бы по своей сути воины, защитники должны быть. Ну, если это именно по... Ну, бояться надо, конечно. Нужно остерегаться, скажем так. Не надо просто тупо, скажем так, под пулей голову подставлять. Скажем так, разумный страх, он контролируется. На этом месте мы можем принести пользу. Поэтому мы здесь находимся, вот я считаю так. Хоть так вот принести хоть пользу нашей стране, нашему России, нашей армии и нашему Тимир. Все. О неожиданных встречах с земляками за 1000 километров от малой родины. Встреча, конечно, неожиданная. Ехали в направлении Бахмута, увидели машину с татарскими номерами. Смотрю, тут, оказывается, знакомые лица. Всегда приятно встретить земляков. И о том, чем сегодня живет подшефный Татарстану город Лисичанск Луганской республики. Ну сколько ж можно-то уже бомбить? Ладно, у нас достает, ну не так часто, но все равно ось последний раз 4 человека. А Донец, ну сколько можно ее гатить? Это вообще ужас. Ой, выбрали урода. Об этом в следующих выпусках нашей программы. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов. 7 дней из зоны проведения специальной военной операции. Не только политическое, военное, идеологическое, но и экономическое противостояние с Западом перешло в ту самую острую фазу, когда, по крайней мере для нас, вопрос стоит ребром.
Или победим, или нас просто не будет. А я лично уверен, гены народа-победителя у нас еще живы и крепки. В критические моменты мы можем собраться, чтобы действовать, хотя подчас на это уходит время. И все-таки даже евробюрократы на этой неделе вынуждены были признать, Россия выдержала все полные санкции. Вводить новые рестрикции, может быть, и придется, но по факту они будут практически бесполезными. Еще год назад поверить в это было невозможно. И, если честно, такая стрессоустойчивость российской экономики стала сюрпризом не только для наших оппонентов, но и для нас самих. В чем же просчитались, прежде всего, западные не-партнеры? Выскажу свои предположения. Первое, что они не учли, что так быстро и профессионально ответит на новые вызовы наше правительство. Второе, опять же, стереотип о том, что экономика России держится исключительно на продаже углеводородов и другого сырья. Ну и третье, что, если честно, стало откровением и для многих внутри самой России. Выяснилось, что огромное количество якобы иностранных брендов на нашем рынке в реальности имеют отечественное происхождение. С одной стороны, это внушает определенный оптимизм, так и хочется сказать «знай наших», а с другой – все это наводит на определенные не самые веселые мысли. Значит, российским бизнесменам так удобнее, выгоднее, проще говоря, выдавать свои бренды за иностранные. Почему? Опять-таки, есть стойкое убеждение, его развеять пока не удалось, что зарубежный лучше нашего. Второй не менее важный фактор – отечественным предпринимателям всегда было тяжело конкурировать с западными корпорациями в плане денег, маркетинговых возможностей для завоевания даже своего рынка. Сегодня, когда западные бренды все дружно помахали нам ручкой, вроде бы возможностей стало больше. Вопрос, как продвинуть отечественных производителей и предпринимателей, собственные бренды. Давайте сами зададим себе вопрос. Какие татарстанские бренды за это время сумели громко заявить о себе на мировом рынке? Безусловно, КАМАЗ. Но давайте объективно, это бренд еще с советских времен. А более свежие примеры из числа среднего и малого бизнеса. Можно вспомнить Махеева или производителя металлопосуды Кукмара. Примеры есть, но их, конечно, не так много, как нам хотелось бы. Как продвинуть татарстанских предпринимателей и производителей? Какие для этого есть инструменты и меры поддержки? Об этом в нашем сюжете. Такие разные бизнесы, предприниматели, продукция. У каждого из наших героев своя история успеха, и этот успех, как у Рамиля Яруллина, вполне заслуженный. Не каждый буквально за несколько лет пройдет такой путь, как Рамиль с компаньоном. От увлечения травяными чаями, небольшого цеха по его фасовке до целой фабрики по производству различной продукции. Чаев, сиропов, фитомеда, фитоджема и много чего еще. Всего 150 видов, которые разлетаются по 62 регионам страны. Казалось бы, вот она узнаваемость и популярность бренда, но... Люди говорят, да, ничего себе, я это чай пью, я даже не знал, что он в Казани производится. То есть вот именно вот продвижение, донесение о том, что да, действительно, есть такой производитель в Татарстане, да, действительно, он производит реально качественную продукцию. Москва, это же как бы уже звучит сразу, как звучит, да? Зульфат Архимзянов рассказывает, задача номер один была создать свой уникальный продукт, отладить качество, придумать упаковку, заявить о себе. Дальше уже пошли в ход маркетинговые приемы. Поэтому в названии брендов иностранные слова, а в названии фирмы из Казани вдруг появился московский завод. Но это нюансы, говорит Зульфат, этап привлечения интереса к своей продукции уже позади. Сейчас цель удержать доверие покупателя за счет, прежде всего, качества и цены. Исходя из опыта по маркетплейсам, все в особенности обращают внимание на цену. В 2021 году выиграли коммерциализацию, это Фонд развития инноваций, город Москва. Нам там, получается, выделили грант 20 миллионов рублей. Мы организовали уже полный цикл. То есть не на стороне покупали вот всякие вот эти вязкоэластичную пену, а уже сами начали лить. До 2030 года мы хотели бы стать российским брендом, а с 2030-го уже... Сколько еще таких амбициозных предпринимателей из Татарстана с хорошей динамикой развития и качественным товаром? Но, увы, недостаточно раскрученным именем. Намного больше, чем мы думаем. Они работают по всей России. Даже в далекой Саха-Якутии, где с участием главы республики Рустама Минниханова запустили автоматизированный энергокомплекс на солнечных батареях. Между прочим, татарстанского производства. Компания Enel на рынке различного электрооборудования работает с 2007 года. В последние годы, с учетом ухода западных компаний, спрос на ее продукцию существенно вырос.
В зависимости от типа шкафов, степень локализации, так скажем, на российских комплектующих от 70 до 90%. В нас кто-то должен поверить. Банки, они же работают также на рынке и как бы свою выгоду ищут. А надо в нас поверить, чтобы вложиться в наше будущее. Вот Гарфонд Республики, Минэкономики нам очень помогают. То есть они в нас поверили. Вот наш первый проект, который хотела тоже рассказать, о том, что мы строим гибридные маленькие станции. То есть солнечная станция с накопителем, солнечная станция с дизелем. Прям видно, что золотистый, прям характерный признак русского осетра. Найти свою нишу, свое индивидуальное место в безграничном океане бизнеса – задача наиглавнейшая. Нашим героям, в том числе Сергею и Ирине Троицким, она оказалась по плечу. Уже не первый год в подвале бывшего бомбоубежища завода «Тасма», сегодня на территории технополиса «Химград», они развивают свое уникальное дело, разводят осетров и стерлядь, чтобы затем получать черную икру. На самом деле специфический, сложный бизнес, подверженный многим рискам. Сергей говорит, без поддержки государства состояться было бы проблематично. Уже на втором-третьем году мы воспользовались несколькими мерами господдержки. По линии Минэкономики нас поддержали в части выставок, сайтов, сертификации продукции. И огромную колоссальную поддержку нам и оказывал, и оказывает до сих пор Министерство сельскохозяйства и продовольствия. Как поддержать перспективные российские бренды, особенно региональные? Агентство стратегических инициатив и Росконгресс по поручению Владимира Путина проводят конкурс, принять участие в котором могут и татарстанские предприниматели. Есть ряд номинаций, по которым предприниматели могут заявиться. Это и потребительские товары, и продовольственные товары, и высокие технологии, информационные технологии, а также креативная индустрия. Заявки по данному конкурсу принимаются до 26 апреля на сайте Росконгресс. Форма заполнения заявки предельно простая. Здесь название бренда, описание своей деятельности. В России уже подано порядка 1200 заявок на конкурс, и прием продолжается. Призываем наши региональные бренды, предпринимателей Республики Татарстан принять участие в данном конкурсе. Это возможность засветиться на всю страну, возможность заявить о себе, возможность получить меры поддержки, которые именно направлены на продвижение их бренда. Тимур Бекмурзин, Дмитрий Шлемин и Андрей Ключников. 7 дней. Нам сейчас нужно искать резервы для роста экономики по всем направлениям. Если есть отрасли, где объективно сделать это сложнее, например, в той же электронике, есть, что называется, наши традиционно сильные сферы, тот же аграрный сектор. Правда, и тут надо различать десятки разных подотраслей и направлений, от растениеводства до рыбной отрасли. Сегодня поговорим о молоке и молочном животноводстве. Сейчас количество коров в стране находится на историческом минимуме. При этом количество надоев, парадокс, растет благодаря технологиям. Закупочные цены на молоко стремительно падают, чем вынуждает первичное звено фермеров снижать количество голов. И это при том, что в стране недостаток молока. Согласно доктрине продовольственной безопасности, минимальный порог самообеспеченности молоком в стране должен составлять 90%, но пока этот показатель составляет 84%. Для Татарстана молочная отрасль последние годы являлась гордостью. Республика уверенно держит лидерские позиции по производству белого золота. Почему хозяйственники готовы бить во все колокола? И есть ли выход из ситуации, когда молочные коровы рискуют отправиться на мясо? Тему продолжит Татьяна Тимошенко. Цены на молоко для животноводов и больших, и малых действуют как красная тряпка на быка. Вопрос звучит ни много ни мало. Быть или не быть? Парадокс в том, что чем больше работаешь, тем больше ущерб. Цены упали ниже себестоимости. Расходы выросли, а доходов не хватает. Эти расходы никуда не денутся. Придется поголовье резать, продавать, чтобы закрывать вот эти расходы. У вас это есть в планах уменьшать количество? У нас конкретно нету. Мы потому что в свое время успели модернизироваться, поэтому нам, конечно, полегче. Но наши товарищи, они, вот некоторые мечтают закрыться уже. Закупочные цены с начала марта упали на 17% для фермеров и сельхозобъединений, для населения на 22% и фактически приравнялись к себестоимости молока. Агрохолдинг «Красный Восток» – один из крупнейших по объему производства не только в республике, но и в стране. Но и здесь, говорят, при падении цен не до жиру, а быть бы живу.
приступили к постройке кормоцеха в Алексеевском районе, который предполагает собой стратегию того, что мы к 2030 году хотим выйти на поголовье 18-20 тысяч голов. Но, как мы понимаем сейчас в реалиях, да, это не тот год, когда интересно наращивать производство молока в силу того, что себестоимость, она равна цене реализации. Мы всегда смотрим из ситуации, как она развивается, какую тенденцию видим мы. Например, в рамках сейчас, да, который у нас есть 23-й год, у нас есть, как правило, плановые сокращения, которые проходят на летние периоды, но они происходят восстановлением поголовья к концу года за счет отела нетелей, да. Но, опять-таки, да, с коллегами общаясь, некоторые вообще планируют, например, также прекращать свою животноводческую деятельность не обязательно в Татарстане, но в Ульяновской области. Кто-то это планирует делать в Чувашии, закрывать. Переизбытка молока нету в России и быть не может никогда. На 100 человек примерно, на 120 россиян одна корова приходится. Когда наш оппонент Евросоюз, у них на каждого человека одна корова приходится. Вот. А у нас вот потому что не хватает, ГОСТы отменили и разрешили растительным маслом заменить. То есть производителям продуктов Производителям дешевле закупать не молоко, дешевле. Логика кажется проста. При недостатке собственного молока должны выручать закупки у соседей белорусов. Но в прошлом году, по данным Национального союза молока, собственное производство за счет технологий увеличилось на 800 тысяч тонн. А на начало этого года прирост сохранялся. Татарстану, как одному из лидеров, даже пришлось потесниться на общем рынке с 7% до 6%. При этом по стране снизилось потребление, а цены на биржевые товары, сухое молоко и масло, опять же снизились. 75% наших хозяйств, они работают с постоянными, с надежными покупателями. Это наши молзаводы. Есть те, которые из-за качества или еще из-за каких-то других причин работают с ненадежными поставщиками, можем так их назвать, гонятся за постоянной ценой, не заключают долгосрочных контрактов. Все равно мы возвращаемся к тому, что работать надо стабильно и надежно. И это касается как переработчиков, так и производителей молока. И то есть на сегодняшний день у тех хозяйств, у кого на самом деле долгие контракты, качественное молоко, они-то ведь с хорошей ценой. В плане фермеров, я опять могу только сказать, что надо дальше развивать кооперацию. Самая сложная ситуация у личных подсобных хозяйств. Хоть коров и можно было бы вскоре выгнать на свежую траву, снизив затраты, но откладывать надо вперед на грядущую уборочную кампанию и закупку семян. И тут надо выбрать: молоко потом или деньги за мясо сейчас. Сейчас ни в коем случае этих коров потерять нельзя. Это не только вот для меня, это вот для народа. Для народа. Если вот этих коров потеряют, никаких шансов не будет. Это же продовольственная безопасность страны. В Минсельхозе подсчитали, по сравнению с прошлым годом поголовье сократилось на 1%. Отрицательная динамика в 24 районах. Наибольшее снижение: Дрожжановский, Чистопольский, Алькеевский, Буинский, Зеленодольский, Сармановский и Апастовский. Причины разные: оздоровление от лейкоза и отсев по принципу низкой продуктивности. В противовес в ряде районов поголовье наоборот прирастает. Больше всего в Мензелинском, Мамадышском, Кукмарском районах. На молочной ферме в Елабужском районе с 2500 голов инвестор доложил Раису Республики до конца года о намерении увеличить поголовье в 2 раза, замахнувшись на большую стройку. Мы уже на сегодняшний день оказали поддержку молочной отрасли на 1,3 миллиарда это хозяйством, и сейчас 350 миллионов мы доведем до личных подсобных хозяйств. И какие еще, может быть, меры поддержки? На покупку племскота это будет тоже. В принципе, все остальные меры поддержки у нас сохранены. Это и 70/30. То есть у нас нету, спасибо руководству нашей республики, и правительству, и Рустаму Нургалевичу за то, что на сегодняшний день дают нам возможность именно сохранить все наши меры поддержки.
Пока производители молока находятся в состоянии ожидания. Согласно официальной статистике, за последние 3 недели ценовая ситуация стабилизировалась и проходит без скачков. Но долгосрочных прогнозов нет. Так что известную поговорку впору перефразировать: коров по осени считают. Впрочем, республика не намерена терять статус молочного лидера. Ориентир – уже достигнутая планка в 2 миллиона тонн молока. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. На что еще хотелось бы обратить внимание? Вопрос молока и сохранения поголовья коров на самом деле стратегический и архиважный. Как отметил недавно на заседании Госсовета Татарстана депутат Тахир Хадеев, нельзя обманывать себя, говоря, что в магазинах всего достаточно. Беспокоиться есть о чем. Реальность такова, по его словам. Цены на молочном рынке упали на 30%, производители находятся под угрозой разорения, а на прилавках магазинов молоко, парадокс, подорожало. Поэтому, считает Тахир Хадеев, нужно предпринимать срочные меры для исправления ситуации. Сельхозпроизводители должны знать, по какой цене продавать продукцию в предстоящие 2-3 года. Я не исключаю, что мы еще вернемся к этой теме в следующих выпусках «7 дней». Апрель – традиционный сезон субботников, но чище становится не везде. Горы мусора, едкий запах. Мы снова возвращаемся к теме, которую словно залежи отходов не разгрести, не вывести. Очередной разнос региональным операторам устроили на заседании штаба по обращению с твердыми коммунальными отходами при Госкомитете Республики по тарифам. А тема все та же. Время идет, а ВОЗ, то есть мусор, и ныне там. С середины марта почти 350 обращений и жалоб от жителей республики в народный контроль по вывозу ТКО. Это в 4 раза больше, чем за этот же период прошлого года. Утопает в мусоре поселок Аметьево. Уже привыкли к свалкам жители поселка Мирный. Пластиковые бутылки, полиэтилен и бытовые отходы – все это разносят ветром по периметру Березовой рощи. Контейнеры не вывозятся неделями. Министерство экологии Татарстана бьет тревогу. Нарушения выявляются по одним и тем же территориям, но региональный оператор УК по ЖКХ не спешит исправлять положение или не успевает. Почему рекоператор не справляется со своей задачей? В чем виновата местная администрация и стоит ли жителям взять инициативу в свои руки? Диляра Юсупова прошлась по самым грязным точкам Казани в поисках ответов. Аметьево утопает в мусоре, жители поселка бьют тревогу. И мы вот решили сами проверить, так ли это на самом деле. Вот что мы видим на въезде, обратите внимание. Бутылки, пластиковые пакеты, все это хаотично разбросано по территории. А далее мы просто упираемся в большую свалку вдоль дороги. За что мы деньги платим и что делает управляющая компания? Только деньги собирает. Почему-то всегда отвечаем мы. Вот, мы принесли, мы положили, мы деньги заплатили, и опять мы крайние, мы начинаем здесь самостоятельно убирать в эти контейнеры. Всегда вот так. Всегда. Набирается, всегда так. Всегда, да? Да. Не первый раз это. Всегда так. Люди вынуждены будут бросать. Вот видите. А вот если проехать чуть дальше, буквально на соседней улице, мы видим вот такую картину. На земле мусора вроде бы нет, но контейнер полностью переполнен. Здравствуйте! Расскажите, что у вас здесь за такая проблема? Переполненные контейнеры, мусор везде валяется, там на въезде. Здесь. Везде и на горе там совсем не убирать. На чем малых ставят же. Население тоже большое. Надо побольше контейнер. Раньше вот здесь был тоже. Там оттуда убрали сюда. А домов-то полно. Мы же деньги платим за это. Должны. А сейчас лето. И мухи будут, и все. И вдруг чудо, будто бы услышав чаяние жителей, на горизонте появляется мусоровоз. Переполненный строительными материалами, контейнер влезает далеко не сразу.
Это стало основным оправданием рекоператора на совещании Госкомитета по тарифам. Мол, мы не отказываемся вывозить, но только ТКО, а жители вываливают все, что попало под руку. Да еще и эти серые извозчики. Вот уж кто действительно создает мусорный коллапс. Вопросы на заседании породили скорее не ответы, а другие вопросы. Полностью контейнеры были завалены листвой и сухой подкладкой. Что с этим делать? Это кто? УК ЖКХ должен вывозить? Мы должны проводить какие-то разъяснительные работы, ну а администрация для чего? Погодите, администрация для чего? Это должно быть совместно. Ну так совместно, как администрация, она что-то сделала для этого? Что получается? Время весенних субботников, а значит контейнеры заполняются быстрее. Рекоператоры либо не в состоянии вывести их технически, либо делают это не вовремя. Как следствие, рядом с законной свалкой вырастает еще одна, хаотичная. Непроходимая, непролазная гора отходов. Мне кажется, тянется до самого леса, наверное. Такая же картина в поселке Мирный. Министерство экологии тут частые гости. Рейды в рамках санитарного месячника скорее формальность. Выезжать приходится каждую неделю. Ведомство выявляет, а вот сделать с этим мало что может. Максимум выписать предостережение. Данная контейнерная площадка, она у нас не оборудована. Как вы видите, она стоит просто без ограждения, без бетонированной основы. То есть весь этот мусор с контейнерной площадки, он разлетается в березовую рощу. Посмотрите. Отличная природа, да, захламлена у нас мусором. Вот этот контейнер, да, вот если вперед смотреть, он у нас стоит тоже для пищевого обычного мусора. Но туда уже, видите, как мы видим, все что угодно набросали. Там уже рекоператор... Да, конечно, рекоператор не всегда может даже поднять этот контейнер, получается. Он же предназначен совершенно для другого, как говорится, мусора, для других отходов. Вчера я выезжаю, уже они сюда не подъезжают, уже «Газель», значит, это вот на ту мусорку подъехал, выкидывал. Если бы у нас наказывали там рублем, да, как-то. Наказание – это то, что до сих пор обходит стороной все действия и бездействия регионального оператора. Рублем скорее хотели наказать они, тех, кто не платил огромные суммы за несуществующий мусор. Но не вышло. 7 апреля УК ЖКХ пришлось приостановить начисление за вывоз мусора сразу в 227 населенных пунктах из 11 районов Татарстана. Людям удалось доказать свою правоту. Теперь в дело вступил и Росприроднадзор. Привлечены к ответственности будут все. В рамках земельного надзора управления в отношении ООО УК ЖКХ был предъявлен ущерб. В настоящий момент ведутся судебные тяжбы. Также планируется проведение работ по выявлению юридических лиц, которые осуществляют сброс строительных отходов в контейнеры, предназначенные для ТКО. К этому вопросу также будет привлекаться административно-техническая инспекция администрации города. Министерство экологии шагу не могут ступить по поселку без внимания жителей. Уж очень ждут освобождения из-под завалов. Происходящее многие считают откровенным хамством со стороны УК ЖКХ. Не приезжают вовсе, на звонки не отвечают. Не будем платить. А зачем нам? Какая разница? Что мы тут на землю кидаем, что это не вывозит? Смотрите, вот женщина идет. Да, весна. Она наводила ремонт. Все отходы свои выбрасывает. А куда она бросит? Конечно, она бросит на эту контейнерную площадку. Просто рядом. Вот, а куда? Не хватает контейнеров, и не только объемы вывозимого мусора, о которых сообщает рекоператор, не совпадает с объемами ввозимого на полигон. По факту намного меньше. Куда девается мусор и за какой объем платят жители? Сам же рекоператор наотрез отказывается признавать вину. За себя уточняют: ответим, исправим, а вот за серых извозчиков увольте. Нету никакой вот административной, грубо говоря, ответственности и заинтересованности органов, да, по наказанию таких там серых возчиков, да. К сожалению, это либо дежурить, либо возить там чаще, да, площадки, стараться там не допускать навалов. Что мы сейчас как бы сделали? Мы перестроили графики по всем проблемным площадкам, то есть они возятся либо 2, либо 3 раза в день. Рекоператору УК ЖКХ на заседании дали месяц, чтобы устранить недостатки и предоставить фото и видеодоказательства проделанной ими работы. На этот раз к проблеме подошли серьезно, однако все так же сохраняется эффект дежавю. Что-то подсказывает, что это еще не конец. Диляра Исупова, Дмитрий Шлемин, Роман Безменов, 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее.
Вот видите, сколько людей. И альхамдулилля, это какой-то все равно показатель, что люди тянутся. Надо с детства прививать любовь ко Всевышнему. Ураза Байрам, как отметили, завершение месяца Рамазан, месяца благих дел и духовного очищения. В работе стратегической сессии принял участие Рустам Минниханов. Обсуждали развитие городской среды. Как отметил председатель правительства страны Михаил Мишустин, для обеспечения комплексного и долгосрочного планирования утверждена 5-летняя программа по возведению объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. На это выделено более 4,5 триллионов рублей. Рустам Минниханов встретился с владельцем АЭС Групп Синишем Ясничем. Компания инвестирует в проекты телекома и интернета, предоставляет услуги по разработке и внедрению программных решений. В Доме правительства обсуждали возможности сотрудничества и развития отношений. Всероссийское спортивное общество «Динамо» отметило 100-летие спортсменов, тренеров, ветеранов и юных воспитанников, поздравил Асгат Сафаров, руководитель администрации Раисы Татарстана и председатель общества «Динамо» в республике. Он отметил богатейшие традиции, спортивные достижения и вклад выдающихся личностей в вековую историю общества. В Москве состоялось торжественное мероприятие по случаю предстоящего турнира «Игры будущего». Гостей поприветствовали раис республики Рустам Минниханов и вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Участие приняли представители более 60 дипмиссий иностранных государств, олимпийские чемпионы Александр Попов и Никита Нагорный. В Татарстане продолжается возведение одного из самых масштабных дорожных объектов на территории республики – моста через реку Кама. Ход работы оценил Рустам Минниханов. Мост является частью строительства трассы М7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и набережных Челнов. Его длина почти 1,5 километра. Сейчас возводят 20 из 22 опор. В Москве Рустам Минниханов принял участие в вечере разговения. Ифтар традиционно провели в шатре Рамазана, который находится в мемориальной мечети на Поклонной горе. Гостями благотворительного шатра стали представители иностранных дипмиссий, послы и религиозные деятели из регионов России и исламских стран. В Казанской пирамиде прошел гала-концерт фестиваля «Созвездие Йылдызлык». Дети и подростки со всей республики исполнили вокальные хореографические номера. Фестиваль проводится уже более 20 лет при поддержке Раисы республики. На событии побывал премьер Алексей Песошин. Отчет о работе правительства Татарстана в минувшем году на заседании Госсовета представил Алексей Песошин. Как отметил премьер-министр, санкции оказывали влияние на инвестпроекты, ограничивали внешнюю торговлю, доступ к глобальной финансовой системе. Несмотря на сложные условия, Татарстан сохранил тенденцию роста экономики. Раис республики Татарстан Рустам Минниханов находился с рабочей поездкой в Москве. Здесь он принял участие в совместном заседании коллегии Минстроя России и Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Его провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Одно из предложений Рустама Минниханова было улучшение условий семейной ипотеки и поддержка застройщиков по субсидированию ставки кредита. На второй линии метро завершена проходка правого тоннеля от станции Зеланд до Академической. Метропроходческий комплекс вышел точно в намеченном в котловании месте. Участие в церемонии принял Рустам Минниханов. По плану вторая линия будет включать 12 станций. С присоединением к первой ветке Казанское метро свяжет 5 спальных районов и станет круговым. В Татарстане в 2023 году в рамках капремонта будет отремонтирован 751 многоквартирный дом. О том, как продвигаются работы по капитальному ремонту объектов, доложили на традиционном совещании в Доме правительства с Раисом республики. Наибольшее число объектов приходится на учреждения образования. Здесь капремонт объектов осуществляется в рамках 4 республиканских и 2 федеральных программ. Это 6 детских садов, 42 школы и школы-интернат. Рустам Минниханов на торжественном мероприятии по случаю Дня местного самоуправления заявил, рост муниципалитета в жизни республики трудно переоценить. Рустам Минниханов также вручил государственные награды Республики Татарстан. Кроме того, исполнительным комитетам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан были вручены сертификаты на автомобили. В Татарстане 26 апреля отметят День родного языка и день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Празднование Рустам Минниханов поручил провести на высоком организационном и содержательном уровне. Также на совещании в Доме правительства Раис Татарстан напомнил, близится череда майских праздников. Один из главных праздников – это 9 мая, День Победы. Как заявил Рустам Минниханов, он должен пройти содержательно. Рустам Минниханов поручил строго контролировать ситуацию с обеспечением пожарной безопасности в районах, допустивших возгорание травы, мусора. О ситуации с обеспечением в Республике Татарстан пожарной безопасности доложили на совещании в Доме правительства. Оно прошло в режиме видеоконференции со всеми муниципальными районами. В совещании также принял участие премьер-министр Алексей Песошин. На этой неделе завершился священный месяц Рамазан, и мусульмане отмечают один из самых значимых праздников Ураза Байрам. Усердно постясь все эти 30 дней, молясь и следуя предначертаниям Всевышнего, верующие в полной мере подготовились к празднику. Для татар-мусульман Ураза Байрам имеет
не только важное религиозное значение, это еще и семейное торжество, когда принято навещать родственников, организовывать приятные застолья, обмениваться подарками. В этом году праздничные проповеди снова можно было увидеть по телевизору благодаря прямым трансляциям наших телеканалов ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. Как это было в нашем репортаже. Раннее утро в Казани под звуки азана мечеть Ахмадзаки быстро заполняется верующими. Практически волшебное преображение. Пустая площадь возле мечети, а уже через пару минут на ней, как говорится, яблоку негде упасть. В самой мечети также многолюдно, звучат призывы еще больше сплотиться, встать плечом к плечу, чтобы хватило места всем. При этом никто не ропщет, не возмущается, это в принципе грех, а тем более в такой день. В этот раз гаед пришелся на пятницу, поэтому у мусульман двойной праздник. Для самой мечети Ахмадзаки, названной в честь великого богослова и ученого Ахмадзаки Хазрата Софиуллина, этот день и этот праздник особый. Год назад ее открытие пришлось как раз на Ураза-Байрам, и тогда на праздничном намазе присутствовали много почетных гостей, в том числе и Рустам Минниханов. С тех пор жизнь здесь не прекращалась ни на минуту, мечеть всегда полна людей, и это один из главных показателей ее востребованности у мусульман. Вот видите, сколько людей, и альхамдулилля, это какой-то все равно показатель, что люди тянутся не только в мечети, вот то, что мы какую-то отдачу даем или что. Ну, как-то так. Всем мусульманам пожелал бы крепкое здоровье в дальнейшем. Вот у них все сложилось хорошо. И с праздником Идал-Фитр всех мусульман. Дети приглашаю всех. Сам пойду гулять с внуками. Настроение очень хорошее. Сегодня праздник такой. Всем желаю здоровья, счастья. Навещу детей. Они отдельно живут у меня. Внуков навещу. Повалую. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Главный республиканский намаз в этом году вернулся на свое традиционное место в Галеевскую мечеть. Здесь также сотни верующих. Вместе с ними и Рустам Минниханов с сыном Искандером. Здесь же руководитель администрации Раис Татарстана Азгат Сафаров. С праздником Ураза-Байрам всех мусульман республики поздравляет муфтий Камиль Хазрат Самигуллин. Он зачитывает поздравления президента России и Раиса республики. Жизнь мусульманской уммы наполнена добрыми делами и начинаниями. Активно развивается ее взаимодействие с государственными и общественными организациями. Уделяется неустанное внимание образовательным, просветительским, благотворительным инициативам. Сегодня в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в сражениях отвагу и взаимовыручку. И, конечно, ценен вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога, в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Желаю вам здоровья, успехов и всего наилучшего. Владимир Владимирович Путин. Камиль Хазрат во время вагаза напомнил верующим о глубоком смысле мусульманского поста, суть которого не только в отказе от еды и питья, но и в духовном очищении. Священный Рамазан, месяц испытаний для любого мусульманина, именно в это время человек не только испытывает свою веру, но и крепнет в ней, и одновременно борется со своими негативными качествами. Одно из прегрешений гайбет, то есть злословие, распространение недостоверной информации, как избежать его, на этой теме Камиль Хазрат остановился подробнее. Гайбәтләр халык арасында фетнәләр чыгара, һәм шуның белән динебезгә зур зыян сала. В мечети Татарстана гостеприимно распахнули двери в этот праздничный день для всех мусульман. И если в Галеевской мечети очередной по счету гаят намаз, в новенькой мечети Рауза он первый. За короткий срок она стала местом притяжения людей не только из близлежащих улиц, а со всей Казани. В этот раз среди тех, кто пришел помолиться, и молодежь, и люди постарше, и артисты, и министры, и дети. И у каждого свои слова для Всевышнего. Аллах тогда создал для нас такой месяц, в котором мы можем то, что мы совершили, грехи, мы можем искупить это. Спокойствие, отказ от вредных привычек, там вот, к религии надо стремиться. Наша республика, она является примером для всей России. Сегодняшнее событие прекрасной погоды является, знаете, символом объединения всех людей.
С окончанием поста жителей поздравил и Рустам Миниханов. Он отметил, что сегодня, как и всегда, представители мусульманской уммы республики вносят значительный вклад в дело укрепления нравственных устоев общества, межнационального и межрелигиозного мира и согласия. В тяжелое для страны время особенно важно оставаться верными традиционным идеалам и ценностям, источником которых для мусульман является благородный Коран. Укрепляя в людях веру, нравственность, ответственность за свою семью, мы создаем будущее нашей страны, говорится в поздравлении Раиса Татарстана. В честь Ураза-Байрам в городах и селах республики прошли семейные праздники. А в домах мусульман были накрыты богатые столы с изысканными угощениями. Это тоже традиция праздника, одна из наиболее приятных. В семье Гараевых ее чтут неукоснительно. Двойной праздник, джумга, плюс еще такой Ураза Гаед. Это для нас очень большой праздник. Мы с утра встаем, сделаем треугольники, это пироги, блинчики. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Надо с детства прививать любовь ко Всевышнему, нашему пророку Мухаммаду салям. Мы как бы вот в этом направлении занимаемся. Наши дети учатся в медресе. Таким мы запомним этот Рамазан, месяц поста, молитв и духовного очищения. Тимур Бекмурдин и Андрей Ключников. 7 дней. Месяц Рамазан – это месяц благих дел и духовного очищения. Сегодня мы вместе сможем помочь замечательным людям. Услышать музыку, создать ее своими руками, голосами, научиться ритму, мелодичности. Шанс на безграничное творчество могут потерять дети, кто ограничен в возможностях с рождения. Казанская музыкальная студия «Низами» проводит бесплатные занятия для детей-инвалидов. Этих особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу. У кого-то ДЦП, у кого-то ментальные нарушения, кто-то страдает комплексом заболеваний. Здесь не делят на особенных и здоровых, берут на занятия всех желающих. Буквально за пару месяцев чудесные изменения. Незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие начинают петь. Их педагоги, слепые музыканты, на собственном опыте обучают детей по собственной методике. И делают это бесплатно. Ездят в соседние города на индивидуальные занятия за собственный счет, но теперь они нуждаются в помощи. Выигранные когда-то гранты на исходе, а музыкальные инструменты требуют ухода, иногда ремонта. Оборудование по системе Брайля стоит дороже обычных. Помещение нужно держать в чистоте, а коммунальные услуги оплачивать. Сейчас денег нет даже на бензин. Если крик о помощи не будет услышан, в ближайшее время студия закроется к осени. Сейчас пойдет. Это знает каждый ребенок. Если завести карусель шарманки, будет музыка. Правда, здесь для начала нужно взяться за ручку поустойчивее или вообще нащупать в пространстве. В маленькой гостиной маленькие люди, чья жизнь началась с какой-то череды медицинских ошибок и больших неудач. Но они слушают и играют. То, что кажется другим чем-то совсем обыкновенным, здесь порой чудо. Это Варя. Она очень активна и мечтает петь полной грудью. С диагнозом ДЦП их никуда не брали. Какой вокал, какая музыка. Мечтайте о чем-то другом, более существенном, но сердцу не прикажешь. И вот с маленьких шагов и первых звуков колокольчиков начался прорыв на этом тернистом пути. 2 года мы учились ходить на тросточках, Варя она ходит на ходунках, но правую тросточку мы удержать не могли, потому что у нас правая, ну вот она вот так вот ходит и все. Начали играть на колокольчиках на 2 руках и начала удерживать правую трость. Для меня был шок, я просто пришла потом в студию, я говорю, Диляре, я говорю, представляете, Варя научилась ходить на тросточках вот, благодаря колокольчикам. Музыкальная студия «Низами» считается студией незрячих, но обучает самых разных детей с особенностями развития. Главный ансамбль – единственные преподаватели этой школы, как проводники в таинственный яркий мир слепого человека. 1, 2, 3, 4. Это Диляра. Она обучает детей по специальной методике. С ней вдруг становится очевидным, что слепые не бродят в потемках собственного невежества и что разделяет не слепота, а лишь представление о ней.
Допустим, я, например, нахожусь в одной комнате, а у меня мама там разговаривает с кем-нибудь в другой комнате, я, например, могу спросить, а когда вот он приедет? Мама говорит, я же тебе еще не говорила. Я говорю, да я знаю уже. Ну, то есть такие. Учеников, я вот скажу честно, я их очень люблю, я их ощущаю и как своих учеников, и как близких мне людей, если я подумаю о том, что расставаться. Одна даже мысль об этом повергает меня в очень такое печальное, тяжелое состояние, ну, граничащее, наверное, даже с какой-то внутренней потерей сознания. Этих особенных детей не берут ни в одну музыкальную школу. У кого-то ДЦП, у кого-то ментальные нарушения, кто-то страдает комплексом заболеваний. То, что начиналось как эксперимент, оказалось так нужно многим. Здесь не делят на особенных и здоровых, берут на занятия всех желающих. Буквально за пару месяцев глобальные изменения. Незрячие играют на музыкальных инструментах, а глухие начинают петь. В России такого нет, это точно. Я мониторю очень внимательно все, что происходит в этой области. Более того, это большая редкость в мире. Я поддерживаю отношения с преподавателями в Соединенных Штатах Америки, Бостон и Нью-Йорк. Я знаю, что происходит в Израиле. Я знаю, что происходит в Германии в специализированных школах. Я скажу, что мне не стыдно за эту работу. Ребята блестяще справляются с тем, что на них возложено. У них очень хорошие ученики. Я все жду, когда следующий поток, который выйдет уже от моих учеников, тоже начнет преподавать. Значит, колесо провернулось дважды, дальше телега должна двигаться. Школы искусств испытывают большие трудности в работе с такими детьми, а мы бы могли проводить семинарские занятия, мы бы могли проводить учебу для таких педагогов, которые работают с такими детьми. Около 30 детей. Это единственный в России музыкальный центр, кто обучает незрячих детей по нотам, переведенным в систему Брайля. Благодаря этому слепые поступают в музыкальные колледжи. Все занятия безвозмездны. Их педагоги даже ездят в другие города и районы Татарстана, давая бесплатные уроки. Средств не хватает. Дети играют на инструментах, принадлежащих центру, а их около 70. В обычной жизни они просто не по карману родителям. Нам не хватает системного финансирования. Мы уже давно не грантовые. Грант – это вот у тебя коридор временной 3 месяца. За 3 месяца должен чему-то научить. А что через 3 месяца? Я выгоню, что ли, всех? Мы продолжаем с ними работать, несмотря на то, что оплата уже кончилась. И таким образом мы без системного какого-то финансирования работаем больше 2 лет. Обычно в души заглядывают они, но теперь мечты могут оборваться в любой момент. И вот сейчас, сидя на кухне, они пытаются освоить один из простых, но сложных уроков – смеяться, когда тяжело. Что случится, если не будет студии? Что случится? Ну, давай. Не знаю. Меня развалится, наверное. Ну что, потому что я так без поддержки, без руководства особо хоть и умею, но не умею, короче, без руководства. Вот. Что не умеешь без руководства? Заниматься не умеешь без руководства? Ну, умею, но как-то мотивации нету. С вами поболтать. Со мной поболтать. Потому что с тобой все уроки-то и болтаем только. Честно говоря, это целый мир на самом деле, и нам бы очень хотелось, чтобы он также ярким и красочным и интересным всегда оставался для всех, и как можно больше особенно детей имели возможность в этом мире быть, расти, развиваться. Недавно вся группа ездила в Нурлат, где выступала с концертом в школе искусств. Делились опытом, как заниматься с особенными детьми. Пока все держится на энтузиазме родителей. По просьбе Дмитрия Бекчентаева Минкульт Республики подготовил концепцию масштабирования в Центр для обучения особенных детей по нотам, переведенным в систему Брайля. Если не будет финансирования, студию придется закрыть к осени. Сейчас они ждут поддержки и просят государства, как это ни странно, открыть глаза, вглядеться в мир чуть внимательней, иногда равносильно прозрению. Я знаю, что движение бумаг требует времени. Хотелось бы, чтобы эти бумаги поскорее пробежались по кабинетам, и хотелось бы, чтобы они дошли до первого лица, и наш раис Рустам Наргалеевич внял нашим молитвам и просьбам и поставил нас в систему, чтобы мы были как музыкальная школа, но особенная. А учительница наша целый день нас мучает, не пускает погулять, все чем-то. Ну-ка давайте, 3, 4.
Диляра Юсупова, Роман Безменов, 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! В студии Гульназ Гизатуллина. Апрель готовится к своему завершению. Месяц был нестабилен, но принес нам много солнца, тепла и хорошего настроения. А какой будет погода в течение ближайших 7 дней, узнаем прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана в понедельник и вторник будет наблюдаться по-летнему теплая и даже жаркая погода. Осадки не наблюдаются, максимальная температура воздуха ночью 9 градусов тепла, днем плюс 22. В пятницу и субботу малооблачно до 17 градусов тепла. В воскресенье чуть теплее, не исключены дожди. На юго-востоке Татарстана в понедельник днем будет ясно и до 19 градусов со знаком плюс. Во вторник набегут облака, но будет тепло. В среду станет прохладнее, пройдут дожди. В четверг и пятницу прояснится. В субботу и воскресенье около 20 градусов тепла. В центре республики неделя начнется с теплой и солнечной погодой. Вероятность осадков минимальная. В среду ночью и утром дожди, местами сильные. Станет прохладнее, днем около 17 тепла. На юго-западе Татарстана в понедельник будет ясно, осадки не наблюдаются. Ночью плюс 6, днем 22 градуса. Во вторник температура будет такой же, но набегут облака, местами пройдут дожди. В среду дождливая погода будет сопровождаться понижением температуры. Днем до плюс 16, в субботу и воскресенье ясно, температура продолжит повышаться. На северо-западе республики и в столице Татарстана понедельник и вторник будут теплыми. В среду пройдут дожди разной интенсивности. Днем похолодает до 16 тепла, в четверг прохлада сохранится, но уже без осадков. В выходные вероятность осадков будет небольшой и максимальная температура воздуха днем составит 21 градус. Аномально теплый апрель готов передать эстафету своему младшему брату Маю. И впереди нас ожидает самый главный месяц пробуждения природы. До встречи и берегите себя!